Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Сегодня после реконструкции начала работу Сухумская гидроэлектростанция. В торжественной церемонии открытия Сухум ГЭС приняли участие президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, депутаты. Репортаж Ирина Аршпа. Когда впервые зашла речь о реконструкции Сухумской гидроэлектростанции, мало кто верил в успех предприятия. Во время грузино-абхазской войны в 1992-1993 годах прямо на территории Сухумской ГЭС шли бои. Многие сооружения станции были повреждены и в дальнейшем разграблены. За послевоенные годы все оставшееся оборудование пришло в негодность, территория вокруг заросла. А учитывая тарифы на электроэнергию в нашей стране, восстанавливать электростанцию было экономически нерентабельно. Однако нашлись люди, которые поверили в свои силы и сделали все возможное, чтобы сегодняшнее событие состоялось. Красную ленту в честь открытия гидроэлектростанции перерезали премьер-министр Валерий Бганба и директор Сухум ГЭС, один из учредителей предприятия Владимир Апухтин. Мощность Сухумской ГЭС после ремонта составляет 19,6 мегаватт. Перепад воды 220 метров. Водоизмещение плотины 70 тысяч кубов воды. По словам технического директора гидроэлектростанции Резу Зантария, этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивания ее потока. Сухумская ГЭС сегодня дает такую возможность общей энергосистеме поддерживать напряжение в энергосистеме, в общей энергосистеме в районе города Сухум, да, и в направлении Гудауты, то она в пиковые часы может держать достаточно хорошую, существенную реактивную мощность. Мы ее, на примере скажу, что если у нас напряжение в сети 110 киловольт, 104, 102, то мы его выставляем до 110, выпрямляя в общей энергосистеме. Восстановление Сухумской гидроэлектростанции стало возможным благодаря частным инвестициям. 12 миллионов долларов вложено в ее реконструкцию. На этот процесс ушло более 6 лет. Сухум ГЭС – государственное предприятие, которое передано в аренду на 25 лет. Как говорит Владимир Апухтин, реализация задуманного стала возможной в том числе благодаря поддержке руководства страны. Не было экономической целесообразности на тот момент никакой. Учитывая, так сказать, стоимость электричества, энергии, которая здесь находится, да, то это было действительно окупаемость, так сказать, 25-30 лет. Обычно, так сказать, бизнес не идет на такие проекты, понимаете? Ну, тем не менее, мы пошли, так сказать, шаг за шагом, шаг за шагом. Я обратился Рауль Джункамчу, когда действительно стоял вопрос, дальше идти нам или все-таки, так сказать, останавливаться. Он поддержал, сказал, что нет, ребята, проект этот нам нужен, и Сухумская ГЭС должна быть восстановлена. И дал поручения определенные своим службам. Мы получили поддержку. Естественно, после этого началось строительство более сильными темпами. Пока есть Ингургес, и то, что дает Ингургес, это то, чем пользуется наше население. Но не дать возможности развиваться и этому направлению деятельности. Тем более, что мы говорим, что нам нужно переходить на работы малых ГЭС, возможность реанимации 4 этих перепадных станций. Если готовность будет людей включиться в эти процессы, то государство должно рассмотреть и такую возможность. Строительство Сухумской гидроэлектростанции началось еще в 1934 году. В эксплуатацию она была сдана в 1948. Тогда все оборудование станции было производства Швеции. Сухумская ГЭС обеспечивала электроэнергией весь Сухумский район. Ее работа основана на переброске части стока реки Восточная Гуместа в ее западную часть, которая протекает параллельно, но ниже. На Восточной Гуместе также построена и водосливная плотина. Следует отметить, что восстановлена не только техническая составляющая станции. Специалисты смогли полностью сохранить внешний облик здания, которое причислено к объектам историко-культурного наследия Абхазии. Первый раз в Абхазии местными силами, абхазскими бизнесменами восстанавливается один из значительных объектов историко-культурного наследия. Он у нас входит пока в дополнительный список как инженерно-промышленный объект. Тут сохранено все. Бережное отношение к всему историческому рельефу, начиная с 1934 года, когда тут первый камень заложился. И вот долгожданный момент. Акт ввода в эксплуатацию подписывают министр экономики Адгур Ардзинба и директор ГЭС Владимир Апухтин. После подписания документа президент Рауль Хаджимба нажатием кнопки на электронном табло запустил станцию в промышленную эксплуатацию.
Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 20 декабря в Абхазии отмечается День работника органов государственной безопасности. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов СГБ поздравил Рауль Хаджимба. Вам доверено защищать национальные интересы страны, высшие ценности ее граждан, их права и свободы. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе, отметил президент в своем поздравлении и выразил уверенность, что сотрудники СГБ и впредь добросовестно и с достоинством будут нести военную службу, оберегая мир и покой граждан Абхазии. Академический союз Оксфордского университета наградил ректора АГУ Олеку Гварами дипломом почетного профессора. В церемонии принимали участие члены Академического союза, почетные профессоры и ректоры. Решением союза это звание присвоено всего 13 ученым. Оксфордский академический союз был создан в ноябре 2014 года по инициативе Международного научного сообщества на базе Клуба ректоров Европы. В союз входит более 150 ведущих университетов мира. Олег Гварами входит в этот клуб с 2009 года. Не раз бывал на заседаниях Великобритании. На этот раз он лично не смог участвовать в нем, но, заручившись согласием президента клуба ректора Венского университета Уилла Гудхейра, он передал право подписания учредительных документов, живущей в Оксфорде, нашей соотечественнице, выпускнице АГУ Илоне Гамисоне, которая выступила там и рассказала о нашем университете, о его деятельности и сотрудничестве с другими вузами. Оксфордский союз мониторит университеты, которые в него входят, а также отслеживает исследовательскую работу и вклад в науку ректоров университетов. Цель этой организации – объединение достижений вузов по развитию науки и образованию в 21 веке, в том числе и по большинству направлений и специальностей, которые имеются в АГУ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открыта фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею народной артистки Абхазии Софы Агума. Это интересная ретроспектива. История абхазского театра в образах Софы Агума. Более 70 работ из фотоархива Софы Агума. Репортаж Али Китравш. Народная артистка Абхазии Софа Агума является живой легендой абхазской культуры и настоящим сокровищем театрального искусства Абхазии. За более чем 60 лет творческой карьеры Софа Агума создала более 70 образов, от высокой трагедии до гротесковой комедии. Количество сыгранных ролей свидетельствует о ее многогранном таланте. На фотовыставке «Время счастливых находок» в честь юбилея актрисы были представлены более 70 работ. Фото сделаны в разные годы и фактически отображают весь творческий путь актрисы. На мой взгляд, это лучшее, что может быть в день рождения большой актрисы, когда мы ее сможем поздравить в окружении ее образов, которые все эти десятки лет были на сцене абхазского театра. К сожалению, наше поколение, может быть, это не застало, но мы видим на прекрасной ретроспективе этих фотографий то, что называют золотое время абхазского театра, когда разные режиссеры, разный актерский состав спектаклей и мечта посетителя достать один билет. С уверенностью можно сказать, что ни одна сыгранная роль народной артистки Софы Агума не осталась незамеченной. Она неоднократно была удостоена премии за лучшую женскую роль в разных театральных постановках. У народной артистки в списке сыгранных ролей есть и спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Федерико Гарсиа Лорки, Антона Чехова и многих других. Также Софа Агума снималась и в кинокартинах «Время счастливых находок», «Белый башлык», «У самого Черного моря», «Воры в законе» и других. Первая моя партнерша была Софа Агума из больших актеров. Она тогда еще совсем молоденькая была. Вот. Ну, много мы с ней на сцене играли. Вот одна из них из фотографий, да, вместе с ней играли. Ну, Софа великая актриса, естественно, потому что она, вы понимаете, многохарактерна. Она и героинь играла, она и деревенских может играть. Она очень эластичная, она очень глубокая.
Вот, естественное, главное, очень естественно. С 2014 года Софа Агума является художественным руководителем Абхазского государственного молодежного театра. Она режиссер постановок «Харлампо и Деспина», «Медведь», «Человек и джентльмен», «Кролики и удавы» и других. По признанию актеров молодежного театра, работать под руководством Софы Агума – одно удовольствие. С ней не то, что легко работать, с ней очень уютно работать, очень удобно, потому что она не как мастер это все преподносит, да, процесс работы, а как мать, как добрейший человек, как друг. Поздравить Софу Агума с юбилеем пришли ее друзья, коллеги, поклонники таланта. Советник президента Владимир Зантария зачитал поздравительное письмо Рауля Хаджимба. Софа Агума поблагодарила всех за внимание и тепло. Она призналась, что театр для нее всегда был неким храмом, где невозможно солгать или обмануть зрителя. Белинский говорил, что театр – это храм. В храме нельзя врать. Поэтому я никогда не вру в театре. В храме он обязательно накажет. Театр – это очень мстительно. С полной отдачей надо работать. Всегда энергичная, яркая, народная артистка Софа Агума все так же продолжает трудиться во благо развития театрального искусства Абхазии. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил народную артистку Абхазии Софу Агума с юбилеем. Ваши таланты и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики, говорится в частности в поздравлении президента. Вокальный проект «Новые голоса» прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. В составе группы 3 вокалиста: солист Московского театра оперетты, обладатель гран-при международного конкурса, финалист телевизионного проекта «Голос» Павел Иванов, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, солист Московской филармонии, лауреат Всероссийской премии «Овация» Игорь Милюков и солист Московского театра оперетты, лауреат международных конкурсов Иван Викулов. На концерте побывали и наши корреспонденты. Репортаж Сарисмар. Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на наш парад. В преддверии Нового года руководство Абхазской государственной филармонии организовало настоящий подарок для всех любителей музыки. Концертная программа вокального проекта «Новые голоса» была достаточно насыщенной. В течение 1,5 часов каждый зритель непременно услышал хоть одно из своих любимых произведений, в том числе из советского кино. Вокалисты исполняли популярные классические произведения, это и оперетта, и самые узнаваемые арии, популярные романсы, русские народные песни и, конечно же, хиты советской эстрады из репертуара Бадзинского, Магомаева, так и хиты зарубежной эстрады. Главное – хороших эмоций, в первую очередь у зрителей. Потому что мы отдаемся на все 100%, каждый концерт выкладываемся полностью. Проект «Новые голоса» уже давно завоевал любовь публики. За время его существования вокалисты успели выступить на лучших концертных площадках России и за рубежом. Самим артистам не раз удавалось удивить зрителей, раскрыв себя и как певцов, которые умеют петь эстрадные песни. В нашу страну музыкальное трио приезжает не первый раз, но на абхазской сцене выступали впервые. Мы коллектив 3 единомышленников, и тот репертуар, который мы исполняем, это только та музыка, которая нам нравится. В Абхазию мы приезжаем не впервые, мы уже где-то около 7 лет полюбили эту замечательную страну души. И мы приехали сюда с прекрасным настроением, это первое. В предвкушении новогодних праздников, и нас встретил радушный, замечательный морской южный воздух, теплая погода и просто замечательные, прекрасные люди. Все произведения на концерте звучали вживую, без фонограммы. Зрители подпевали вместе с артистами. И вместе с нами вес! В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут легкий плин признания нам, как солнце луч, приятный нам.
Сотовая компания «Аквафон» уже много лет сотрудничает с руководством Абхазской госфилармонии. И на этот раз компания не осталась в стороне, выступив в роли информационного спонсора. Решение поддержать проект было принято практически сразу. Мы надеемся, что этот концерт является прекрасным подарком для всех меломанов и ценителей живой музыки. И также мы уверены в том, что этот концерт останется в памяти и сердцах нашей публики. И, пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность всем сотрудникам Государственной филармонии за то, что они организовали этот прекрасный концерт. Концерт прошел на позитивной ноте. В этот вечер со сцены филармонии прозвучали произведения в совершенно разных стилях. Классика, рок, джаз, эстрадные песни. Многие из них хорошо известны и любимы зрителям. Об этом свидетельствует атмосфера, царившая в зале филармонии. Сария Смыр, Тамас Чековани, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем 9-14 тепла. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.